Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. Каждодневная забота об участниках спецоперации была и остается ключевым вопросом, поставленным руководством страны, в том числе и для учреждений здравоохранения. Сегодня гость нашей студии Кюна Назарова, главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и спортивной медицины. Кюна Николаевна, добрый день. Добрый день. Давайте для начала немножко поговорим о вашем медицинском учреждении. Какие задачи решаете, какая структура и почему именно на вас возложили такую непростую, но очень ответственную работу по возвращению к привычной жизни бойцов специальной военной операции? Государственное автономное учреждение Республики Саха-Якутия Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины является многопрофильным медицинским учреждением, оказывающим медицинскую помощь по профилю медицинская реабилитация в амбулаторных условиях дневного стационара, в круглосуточном для взрослого и детского населения. А также мы оказываем медицинскую помощь лицам, занимающимся физической культурой и спортом. В своей структуре мы имеем 9 отделений. И функционируют 130 круглосуточных коек, из них 50 – это детские койки, 65 дневного стационара, это 60 детские койки дневного стационара и амбулаторный прием на 314 посещений в смену. И отделение спортивной медицины у нас является единственным тоже в республике. В своей структуре имеет 8 медицинских пунктов во всех спортивных комплексах города Якутска и города Алдан. Есть, функционирует еще отделение адаптивной физической культуры для лиц с ограниченными возможностями, и клинико-диагностическая лаборатория, и отделение диагностики. И наш центр является якорным профильным учреждением по медицинской реабилитации, поэтому оно выбрано. И в апреле 2022 года во исполнение поручения главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева был издан приказ Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия об открытии 15 круглосуточных коек в нашем центре. Это 10 коек в отделении медицинской реабилитации города Якутска и 5 в Абалакском отделении медицинской реабилитации в поселке Нижний Бестях. Также они проходят в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара в городе Якутске. И помощь, насколько я понимаю, оказывается комплексная, в том числе и ветеранам боевых действий, и членам их семей. Да, это комплексная. Комплексная, я имею в виду, что там и физическая, и психологическая, и медицинская, медикаментозная. Знаете, мы работаем по приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 788Н, это для взрослого населения, и 877 это Н для детского населения. То есть мы оказываем только медицинскую реабилитацию. И, значит, это функция выполняется мультидисциплинарная реабилитационная команда, в состав которого входит врач по физической реабилитационной медицине. Это и медицинские логопеды, медицинские психологи, эрготерапевты, массажисты, профильные врачи. И поэтому это комплексная медицинская реабилитация. И для каждого пациента составляется индивидуальная программа медицинской реабилитации. А вот эрготерапевт это что? Ну, понятное дело, с психологами. Это бывшие трудотерапевты, сейчас так называется, эрготерапевт. А в чем терапия заключается? То есть мы навыки после травм, после инсультов, чтобы начать работать, как правильно ставить посуду, как есть, как постель заправлять и так далее. Да. Если говорить о том, какая поддержка оказывается их членам их семей, насколько я понимаю, там тоже работа ведется? Да, это, конечно, это приоритетное направление. Это работа Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Также члены семьи участников специальной военной операции, взрослые дети, они проходят у нас медицинскую реабилитацию по профилю заболевания на общих койках. И также наблюдается зеленый коридор. То есть, да. Ну, насколько я понимаю, с апреля 2022 года я уже думаю, что накопилась достаточно объемная статистика, и сегодня можно какие-то цифры привести, например, на предмет того, сколько уже через стены вашего медучреждения прошло бойцов, сколько им оказана помощь, какого рода эта помощь. Самое главное, я думаю, вопрос, который интересует многих, сколько занимает реабилитация. Я понимаю, что сроки могут быть разные в зависимости от полученных ранений или полученных каких-то последствий. Да, на самом деле за эти годы, конечно, у нас
уже накоплен большой опыт, и в большинстве это мужчины молодого и среднего возраста. То есть это ранения, полученные вследствие комплексно-минно-взрывных ранений, это травматические ампутации. И, конечно, к каждому пациенту мы подходим очень индивидуально, и лечение начинается от 2 недель и более. Я думаю, что некоторые пациенты будут у нас фактически пожизненно проходить медицинскую реабилитацию. В стенах нашего центра на сегодняшний день прошли 414 участников специальной военной операции и 530 членов их семей, в том числе 300 детей, прошли медицинскую реабилитацию по своему профилю в наших отделениях, детских отделениях, круглосуточном и дневном стационаре. Ну, такой фронт проделанной работы, я понимаю, что невозможен без современного оборудования. Да. Чем оснащено учреждение у вас? За последние годы у нас улучшилась, конечно, материально-техническая база. Это оснащение, дооснащение по региональной программе «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация». Мы закупили на собственные средства. Получено около 200 единиц медицинского оборудования. Это в основном роботизированные новые технологии, да, оборудование с биологической обратной связью. Это и VR-технологии. Для работы медицинских психологов, и у нас работают высококвалифицированные доктора, специалисты, это инструктора по лечебной физкультуре. Но никакое оборудование не может заменить вот именно человеческого отношения и человеческих рук. То есть у нас работают плюсом и медицинские психологи, которые они необходимы при ПЦСРах, да? И если нужно, мы привлекаем, был издан приказ Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия, то есть можем привлечь с Якутского республиканского психоневрологического диспансера, это врачей, психотерапевтов, психиатров, наркологов. И то есть эта система работает Министерством здравоохранения комплексно. Юлия Николаевна, я хочу вот немного поговорить о ПТСР, о котором вы сказали, посттравматическое расстройство, стрессовые расстройства. Но я считаю, одно из главных, с чем возвращаются бойцы с передовой. Понятное дело, что военные действия накладывают определенный отпечаток. Как работа выстроена в этом направлении? Каких успехов удалось добиться? Ну, вот как сегодня Министерство обороны говорит, что 98% наблюдается вот как раз ПТСР, да? Ну, как ранее сказала, что тут не только медицинский психолог может работать, потому что нужно привлекать специалистов, именно психотерапевтов и психиатров. Это и медикаментозное лечение. Да? В этом году, в 2026 году, значит, фондом Сколково и компанией «Визионер» нам были переданы оборудование для работы медицинских психологов на 8,5 миллионов. Это грант, который, значит, в России передали именно нашему учреждению. И сейчас психологи очень успешно работают, ребятам нравится работать на этом оборудовании. То есть не только словами, да, то есть нужно использовать и VR-технологии, потому что люди сейчас, они современные, все используют гаджеты и так далее, и это лучше воспринимается. Ну и вот я, насколько понимаю, тогда это оборудование, оно позволит быстрее проводить лечение необходимых расстройств. Про Абалах предлагаю немного поговорить. Одна из главных гордостей нашей республики. В последние несколько лет, в том числе, насколько я понимаю, работает и в целях медицинской реабилитации, реабилитации участников специальной военной операции. Как устроен этот процесс, чем помогают нашей грязи? Да, Абалахскому отделению медицинской реабилитации имени Титы Горыча Сойсина в прошлом году исполнилось 90 лет. Это отделение с большой историей, с большими традициями, да, и используется вот 2 природных фактора. Это лечебная грязь озера Абалах и Раба Мигино-Кангаласского района. И, конечно, вся республика наша знает, какой эффект это имеет. И у нас проходят тысячи пациентов именно в этом отделении, именно для использования грязи. И, конечно, участники специальной военной операции, члены их семей также используют вот эти технологии. Да? Технологии медицинской реабилитации, о которых я говорила выше, они также используются, и плюсом еще природные факторы. Конечно,
Поэтому эффект очень значительный. Для меня это какое-то вот сочетание, какой-то своего рода оксюморон, когда мы применяем тут биотехнологии, и тут же у нас, что называется, то, что у нас под землей грязь. А вот если немножко о свойствах абалахской грязи остановиться, в чем ноу-хау? Я так понимаю, что вот как нахождение в этой грязевой ванне, оно как-то обволакивает, способствует, ну, вот с точки зрения ментальности, как-то возвращает. Это сульфидно-иловая грязь. Она очень по своему составу похожа на карловарскую, знаменитую чешские грязи. И она очень эффективна при суставных болях, при артрозах, артритах, полиартритах и после травм, конечно, после спинальных травм. Мы его используем полностью на человека, то есть до шеи человека мы полностью делаем обертывание, и не в ваннах, а именно обертывание. Я думал, там в ваннах, а это Да, обертывание. да. Ничего себе. Если говорить о ближайших перспективах развития вашей службы, вашего медицинского учреждения, какие основные акценты, что планируется в ближайшие годы? Штат расширить, новое отделение добавить? Ну, на сегодняшний день наше учреждение работает на старых мощностях, и Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия планирует строительство крупного регионального реабилитационного центра, да, чтобы у нас и участники специальной военной операции находились вместе со своими семьями. Это уже доказано, что это намного эффективнее, чем их отдельно содержать, да, то есть чтобы для социализации должен быть такой формат. И, конечно, у нас в регионе должен работать межведомственная система и комплексная реабилитация именно для участников специальной военной операции и их семей. Ну что ж, Кюмина Якентьевна, будем ждать, когда эти планы все воплотятся в жизнь, учитывая, что нашим бойцам все еще необходима помощь и грамотное возвращение в привычную среду. Благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию. Всего доброго. Это было актуальное интервью. До встречи.